У меня нет вопросов. У вас нет вопросов? Айдар Гасмалевич, у Нет вас есть вопросов. вопросы? Нет. Вопросы. Уважаемые судьи, пожалуйста, Ракель Джумилевич. Одной из основных функций КНБ является контрразведывательная деятельность. В этой сфере, конечно же, могут возникать вопросы, вот в части, касающиеся к нашему сегодняшнему предмету, правильно? Дело в том, что могут поступать сведения ограниченного пользования, то есть соответствующих грифов, на основании которых вы можете собрать соответствующие материалы об утрате, то есть о прекращении гражданина, который приобрел, то есть впоследствии приобретший наше гражданство. Правильно? В таком случае, ведь действительно эти материалы могут быть засекречены, правильно? Могут быть они. И вот эти сведения, которые по вашим данным представляют соответствующую угрозу, то есть о конкретном лице, они могут иметь гриф секретности, правильно? Да, верно. Вот. И я имею в виду, что вот эти критерии, по которым мы можем судить о угрозе национальной безопасности, они могут содержаться в тех материалах, которые составляют определенный гриф секретности, правильно? Да. В таких случаях тоже вы имеете право подать, правильно? Да, разумеется. Подаете, да? То есть, Комиссия в принципе, как в этих случаях рассматривает? Да. Уважаемые судьи, согласно закону о защите государственных секретов, как и в судебной практике, в уголовной практике, следователь имеет право, для оперативного сотрудника имеет право поставить ограничительный гриф допуска, то есть секретно, все секретно. И дальнейшее судопроизводство будет идти уже в секретном делопроизводстве. Нет, в этом Нет, случае да. комиссия как? Да. Комиссия ведь... Которая состоит из 9 членов. 9 членов. Уважаемый Как выходить из председатель, этой да, ситуации? Они в любом случае, их нельзя вычеркнуть из самого механизма утраты гражданства, да, из самого процесса. Большинство членов комиссии по гражданству, они имеют допуск право к секретным сведениям. Если они не имеют, закон позволяет дать временный допуск, совершенно секретным либо совершенно секретным документом. То есть перечень критериев, так называемых, которые требует определить обращающая сторона, он может быть беспредельный, то есть бесконечно широким, правильно? Да. Спасибо. Все, да? Есть еще вопросы? Я все-таки уточню вопрос коллеги. Все-таки есть какой-то подзаконный нормативный правовой акт, который указывает очень четкие критерии, что является деятельность, угрожающая национальной безопасности, чтобы вы могли этим пользоваться и не выйти за свои рамки. Есть какие-то критерии? Уважаемый судья, эти критерии все указаны в законе о национальной безопасности от 2003 года. Согласно этого, Госкомитет нацбезопасности осуществляет свою функцию. То есть мы не выходим за рамки закона. Еще вопросы? Нет? Присаживайтесь. Спасибо.